Неделя, о событиях которой мы расскажем сегодня, стоит на грани зимы и весны. Первое событие, о котором хотелось бы напомнить, относится к давним временам. 1 марта 1492 года по настоянию великого князя Московского и всея Руси Ивана III, митрополитом московским Зосимой и архиепископом новгородским Геннадием были переданы приходы в Вологде епископу Пермскому Филофею. Так Пермская епархия, основанная почти за 100 лет до этого Стефаном Пермским, стала состоять из 3 частей: Перми Вычегодской, Перми Великой, это земли предков современных коми-пермяков, и отстоящей за сотни километров от них русской Вологды. Теперь она называлась Пермской и Вологодской. Это, казалось бы, не столь уж и значительное событие, на самом деле очень серьезно повлияло на историю коми-края. Естественно, епископ Филофей проводил больше времени в Вологде, чем в затерянной в лесах маленькой Усть-Вими. И при преемниках Филофея Вологда стала фактически столицей епархии, хотя формально епископская кафедра была перенесена в этот город только в середине XVI века. Коми-край стал окраиной епархии, образованной трудами Стефана Пермского для просвещения пермян. Вот что писал в своей книге «Зырянский край» при епископах пермских и зырянский язык Георгий Степанович Лыткин, замечательный знаток пермских древностей. Присоединением церквей на Вологде к Пермской епископии нанесен смертельный удар существованию Пермской епископии и школе святого Стефана. Напрасно наши историки Великопермской епархии видят преемницу Пермской. При епископе Филофее написана сербом Пахомием служба святому Стефану. При епископе же Филофее положено прочное основание уничтожению Пермско-Зырянской епархии, первым епископом которой был святой Стефан. 28 февраля 1948 года МВД СССР издало приказ, разумеется, совершенно секретный, номер 219 об организации особых лагерей МВД, в которых должны были содержаться только осужденные за политические преступления. В приказе было отмечено установить в особых лагерях строгий режим, запретив применение к осужденным, сокращение сроков наказания и других льгот. Трудоспособных заключенных использовать преимущественно на тяжелой физической работе. Особые лагеря приказано было организовать в районах Колымы, на Дальнем Севере, Норильске, Коми АССР, в районах Караганды и в Темниках, Мордовской АССР. Так в Коми АССР, согласно этому приказу, появился особый лагерь номер 1, вскоре получивший наименование Минеральный ИТЛ, Минлаг. Минеральному лагерю были переданы все подразделения существовавшего с 1941 года Интинского ЭТЛ. Заранее определены и наполняемость, это такой специфический термин, особого лагеря. Первая очередь на 5000, вторая на 10 тысяч и третья еще на 10 тысяч заключенных. Одним словом, к 1 сентября 1948 года в Минлаге предписывалось собрать 25 тысяч врагов народа. Столько сразу не набралось. В конце 1948 года в Инте было около 10 тысяч заключенных. А максимальная наполняемость Минлага достигла к началу 1952 года около 35 тысяч заключенных. А вольное население города Инты в то время было куда меньше. После смерти отца народов число политических заключенных понемногу начало уменьшаться. К марту 1957 года, когда особые лагеря были ликвидированы, в Минлаге оставалось всего 7 тысяч заключенных. Их передали Печорскому ИТЛ, вобравшему в себя все подразделения упраздненного особого лагеря номер 1. Следующий рассказ тоже о печальной странице нашего недавнего прошлого. 1 марта 1938 года
началась акция по уничтожению политических заключенных Ухта-Печорского лагеря, известная как Кашкетинские расстрелы. Руководил этой акцией присланный из Москвы оперуполномоченный 3-го отдела ГУЛАГа НКВД Ефим Кашкетин, отсюда и название, хотя настоящая фамилия Кашкетина Скоморовский. В январе 1938 года он был направлен в Воркуту, а в сентябре того же года в Ухту для выполнения оперативного приказа НКВД номер 409 о борьбе с троцкистами. Подобные группы по приказу наркома НКВД Ежова были направлены и в другие лагеря. Они должны были выявить якобы существующие в лагерях контрреволюционные организации и принять меры по их ликвидации. Иными словами, сверху был дан приказ об уничтожении политических заключенных. Оперативная группа Кашкетина этот приказ выполнила. 1 марта в Воркуте в районе кирпичного завода из пулеметов были расстреляны 173 заключенных. А дальше расстрелы пошли один за другим. В Ухте заключенных уничтожали в районе Ухтарки. Ежедневно в лагерях вывешивались списки казненных. Расстрелы продолжались до поздней осени 1938 года. О том, как проводилось расследование, говорит хотя бы такой факт. 23 так называемых врага народа оказались приговоренными к расстрелу по 2 раза, а 1 человек даже 3 раза. Но палачам было не до формальностей. Всего по приказу 409 в Воркуте и Ухте было осуждено 2902 человека. Точно известно, что были расстреляны 2414 заключенных. Но это явно не полные данные. Можно с уверенностью сказать, что это была самая крупная акция по уничтожению невинных людей в северных лагерях. Сам Кашкетин разделил участь своих жертв. Свою задачу он выполнил и стал не нужен. А по законам бандитского мира опасных свидетелей убирают. В январе 1939 года Кашкетина Скоморовского арестовали, а в марте 1940 года он был приговорен к расстрелу. В 1991 году главная военная прокуратура в реабилитации Кашкетина отказала. И, как всегда, коротко еще о некоторых событиях этой недели. 26 февраля 1925 года Президиум ВЦИК принял указ об образовании в составе Уральской области Коми-Перевятского национального округа. Центром округа стал Кудымкар. Это был первый национальный округ в СССР. Большая заслуга в образовании автономии коми-пермяков принадлежит видному государственному и общественному деятелю Федору Гавриловичу Тараканову, позднее одному из руководителей Коми-автономной области. В 20-30-е годы в руководстве области шли бурные дискуссии о возможности объединения 2 родственных народов в рамках одной автономии. Но центральные власти настояли на своем, и объединение не произошло. В настоящее время Коми-Пермяцкий автономный округ, так он именуется с 1977 года, входит в состав Пермской области. 28 февраля 1820 года в селе Кибра, ныне Куратово, Усть-Сысольского уезда, родился Василий Алексеевич Куратов, старший брат основоположника коми-литературы Ивана Алексеевича Куратова. Василий Куратов окончил Вологодскую духовную семинарию, служил священником в Визенке, затем в храмах Никольского уезда. Человек он был незаурядным, творческим. Василий Куратов работал над грамматикой коми-языка, писал стихи и по праву может быть назван одним из первых коми-поэтов-просветителей. К сожалению, его литературное наследие не сохранилось, за исключением фольклорного собрания «Причитание при выдаче невесте замуж», опубликованного в приложении грамматики зырянского языка Савваитова. Иван Алексеевич Куратов назвал «Причитание» самым замечательным из всех произведений зырянского художественного слова. 28 февраля 1939 года в Сыктывкаре был создан Институт усовершенствования учителей, сыгравший огромную роль в
подготовке педагогических кадров республики. Институт несколько раз менял название. Сейчас это Коми Республиканский институт развития образования и переподготовки кадров. Крупный учебно-методический центр, в котором на различных курсах ежегодно проходит переподготовку и повышение квалификации до 5000 учителей и организаторов народного образования. Институт издает программы, учебники, методические пособия. Сотрудники института проводят научно-практические конференции и семинары. 28 февраля 1995 года дата официальной регистрации одного из крупнейших общественных объединений – Союза женщин Республики Коми. Фактически союз создан раньше, в мае 1991 года. Председатель союза – известный общественный деятель, депутат Государственного совета Галина Николаевна Кравченко. Союз женщин продолжает традиции женского движения, имеющего в нашей республике более чем 80-летнюю историю. Союз имеет отделения во всех районах республики, активно сотрудничает со многими общественными организациями, участвует в формировании государственной политики. Среди приоритетных программ Союза – развитие социального партнерства в решении проблем женщин, защита семьи, материнства и детства, поддержка культуры и многое другое. 29 февраля родилась самая знаменитая спортсменка Республики Коми – лыжница Раиса Сметанина. Даже сухой перечень спортивных достижений, перечисленных в статье о ней в энциклопедии «Республика Коми», впечатляет. На 4 олимпиадах Раиса Сметанина завоевала 3 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медали. Она 4-кратная чемпионка мира. В ее активе 5 серебряных и 4 бронзовых медалей мировых первенств, 19 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых медалей, завоеванных на первенствах СССР. Раиса Петровна Сметанина награждена 4 орденами СССР. Ее именем назван Республиканский лыжный стадион в Сыктывкаре.